На совещании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета обсуждали мусорный вопрос, а именно расчет объема ТКО по нормативу, проблемы вывоза отходов с мусорных площадок, усиление юридической службы рекоператора. Одна из проблем – сегодня юридические лица оплачивают услуги не в полном объеме, задолженность растет. Уровень оплаты за услугу составляет в целом по региональному оператору 78%. Что касается категории юридических лиц, уровень оплаты составляет 69% или 637 миллионов рублей. Вот. Что касается бюджетных учреждений, уровень оплаты составляет 87%. Управляющие компании, в принципе, платят на том же уровне. По словам рекоператора, в числе должников сегодня и садоводческие, некоммерческие товарищества. Платить за вывоз мусора они не торопятся. И, как выяснилось, на совещании им есть что сказать в ответ. С вами СНТ «Иволга» Сыктывдинского района не заключила договор по одной простой причине. С вами сказали, мы готовы вывозить мусор по факту. Стоит два контейнера 0,75. Вы же не захотели так. Вы решили взять 240 домов, вы сказали, вот у вас есть 240 участков, мы будем с них брать. Извините, 80 участков стоит лес. Кого искать? Половина там умерла, половина уехала. Ваш ответ был, я не знаю, кто отвечал. А вы, говорит, возьмите те, кто там приезжает, вы на них эти 80 участков перекиньте, раскидаете и оплачиваете. Это что за ответ? Предпринимателей, в свою очередь, интересовал вопрос о том, почему за вывоз ТКО оплата идет исходя из площади предприятия, тогда как мусор организация фактически может и не оставлять. Кстати, инициаторами диалога в парламенте Коми стали именно представители бизнеса. С депутатами Госсовета Коми и региональным оператором они уже собирались по этому же вопросу в декабре минувшего года. Стороны сейчас рассматривают опыт других регионов, в том числе и в вопросе своевременной оплаты. В Коми сейчас нет инструментов для привлечения потребителя к административной ответственности за отсутствие договора с рекоператором. А в Калининградской области, к примеру, к этой работе привлечены участковые.